Для демонстрации презентации мы воспользуемся кнопкой «Смотреть», которая расположена в правом верхнем углу. При нажатии на нее демонстрация начнется с того слайда, на котором мы находимся на текущий момент. Для выхода из режима демонстрации мы можем воспользоваться кнопкой Escape или нажать кнопку «Закрыть» на панели управления. Для того, чтобы начать демонстрацию презентации с первого слайда, а не с текущего, мы нажимаем выпадающий список около кнопки «Смотреть» и выбираем пункт «Смотреть сначала». При этом демонстрация начнется с первого слайда. Управление демонстрацией презентации осуществляется с помощью панели управления, которая расположена в левом нижнем углу. На ней есть кнопки «Воспроизвести» и «Пауза», которые запускают и приостанавливают презентацию. Рядом мы видим кнопки перемещения между слайдами. Мы можем перемещаться на один слайд далее или на один слайд назад. То же самое можно проделать с помощью кнопок на клавиатуре. На один слайд назад мы перемещаемся с помощью кнопок влево или вверх. На один слайд далее мы перемещаемся с помощью кнопок вправо или вниз. Также мы можем переключиться на любой слайд с помощью выпадающего списка, на котором мы найдем список наших слайдов. Для того, чтобы привлечь внимание к курсору на экране, мы можем включить указатель для того, чтобы он стал более заметным. По умолчанию демонстрация презентации проходит в полноэкранном режиме. Для того, чтобы из него выйти, нажимаем на кнопку «Выйти из полноэкранного режима» на панели. Демонстрация презентации при этом не прекращается, но она будет продолжена в окне браузера. С помощью этой же кнопки мы можем вернуться в полноэкранный режим. С помощью кнопки «Параметры» мы можем задать настройки для автоматической смены слайдов. По умолчанию слайды будут меняться каждые 2 секунды, но мы можем выбрать подходящий вариант. Здесь же мы можем указать, необходимо ли воспроизвести презентацию заново после того, как все слайды будут показаны. Если мы поставим презентацию на паузу, слайды перестанут сменяться. На экране при этом останется текущий слайд. Но здесь есть небольшая хитрость. Для того, чтобы демонстрировать не последний слайд, а пустой экран, мы можем воспользоваться одной из двух кнопок. W для того, чтобы демонстрировать белый экран, или B для того, чтобы демонстрировать черный экран. Для возврата к презентации нужно нажать любую клавишу. Если презентация демонстрируется на отдельном экране, вам будет удобно воспользоваться режимом докладчика. Для его включения я нажимаю выпадающий список около кнопки «Смотреть» и выбираю пункт «Режим докладчика». При этом запускается как сама презентация, так и дополнительное окошко, которое позволяет ей управлять. В этом окошке мы видим текущий слайд, который демонстрируется в настоящий момент. Мы можем переключаться между слайдами на предыдущий или на следующий, а также выбрать любой из списка слайдов. В правой части мы видим заметки докладчика, которые предварительно были нами написаны. При необходимости их можно сделать крупнее или мельче. В левом верхнем углу этого окошка мы видим длительность, которая потребовалась нам для демонстрации презентации до текущего момента. Это время можно поставить на паузу или продолжить, а также сбросить. В этом случае отсчет времени начинается заново. Если во время демонстрации презентации вы нечаянно закроете это окно, для того, чтобы к нему вернуться, на панели управления нужно нажать кнопку примечания.